Nakhchi World представляет. Вот пишет Роман Романов. Хасан, мне однажды попалась книга «История пророков». И вот там говорилось про народ башен. И была карта, схема и ареал обитания этого народа, весь Кавказ и северные районы современной Персии. Эта тема заслуживает внимательного изучения. Да, бесспорно, это очень интересная информация, и этот вопрос требует изучения. К сожалению, я не читал эту книгу, поэтому могу только зачитать информацию Романа Романова. И это действительно очень интересная тема. У Николаева и Старостина есть книга «Протонахский словарь» на английском языке. Читали вы ее? И откуда Старостин брал информацию для подтверждения своей гипотезы о родственных связях чеченского и китайского языка? Я этот словарь не читал, но я еще с аспирантских времен я знал, что Старостин, Милитарев, Николаев, да, здесь Николаев, они занимаются составлением этимологического словаря северокавказских языков. И этот словарь уже у них готов, опубликован. Ну и, видимо, вот это на английском языке эта работа является как бы, деталью, скажем, вот этого словаря, общего северокавказского этимологического словаря. Что касается выявления родственных связей между чеченским и китайским языками, нужно сказать, что такие исследования были сделаны еще в XIX веке Николаем Семеновым, который написал книгу «Туземцы Северо-Восточного Кавказа». Издана она была в Петербурге в 1895 году. Там он обращает внимание на совпадение чеченских вот этих топонимообразующих компонентов чу, например, мартанчу, тянгичу, гихичу, ряшничу и так далее, с китайским, с аналогичными китайскими топонимами, где также присутствует вот этот компонент чу. Чу это по-чеченски, это как бы внутрь, я не знаю, что обозначает этот компонент на китайском языке, но на чеченском языке вот этот компонент чу, он имеет свое объяснение. Потом, насколько я в курсе, Ямпольский, это был азербайджанский ученый, жил он в Азербайджане. Он обращал внимание на сходство чеченского хи, вода, с китайским хэ, в том же значении. И попутно он привлекал японское слово ки, также вода. То есть такие исследования были, но такие фрагментарные. Старостин, Милитарев, его как бы сотрудник, соавтор, они уже более фундаментально к этому подошли и создали теорию сино-кавказской суперсемьи языков. Наш известный лингвист Арби Вагапов, он категорически не принимает эту теорию. Он говорит, что никакой сино-кавказской суперсемьи языков не существовало. И что чеченский язык, чеченский, ингушский, башкирский языки, они по своей лексике, по своему словарному составу, они наиболее близки к индоевропейским языкам. И не просто к индоевропейским языкам, а к праиндоевропейской основе.
И лично мне кажется, что в этой заочной дискуссии прав Арби Вагапов. Кстати, я лично общался со Старостиным, спрашивал у него, как вы согласуете, это было в Орджоникидзе в 1987 году, по-моему. Ну, у меня есть эта книга «Тезисы докладов», я там участвовал в конференции, кстати, был единственным студентом, который попал на эту конференцию. И в перерыве между заседаниями спросил у него, как согласуется с вашей сино-кавказской теорией тот факт, что северокавказцы являются по своему антропологическому типу европеоидами, а китайцы монголоидами. И он мне ответил, есть только единственное объяснение, расогенез, то есть образование рас, это заведомо позднее явление. Ну, считается, что расы образовались очень давно. Но вот Старостин, он был с этим не согласен. Он считает, что это недавнее явление, расогенез, процесс расогенеза. Дальше. В Нохчмахте строили, это пишет Асламбек Адуев, в Нохчмахте строили башни по всему видимому из дерева. У нашего Тейпа Ширди есть местность под названием Талип-Галите. Сейчас это место отдано курчалийцам. Ну, да, то, что деревянные башни строились на равнине, да, и в Нохчмахте, и не только в Нохчмахте, и в западных районах Чечни, да, действительно, такие факты задокументированы. Е пишет, мое наблюдение. Царство Арабха, Ари, открытая местность, поле, простор, Пха, село. Вывод, село на открытой местности, от которого и разрослось в итоге царство. Авраам, Эврия, чеченская Овлия. То, что Арабха это равнинное селение, это совершенно точно, я тоже абсолютно с этим согласен. Ара это Ария, тем более это слово присутствует в хурито-урартском языке, в этрусском. И даже от этрусского ария произошло арена, цирковая арена, это слово попало и в латинский язык. Наша сегодняшняя ария, это простор, равнина, это слово тоже оно присутствует в нашем языке. А пха это, да, древний, чеченский древний термин, значение село. Но оно сохраняется, в частности, в термине пэва. Сельское собрание, сход называется до сих пор пэва. То есть от слова пха это село. Ну и в хурито-урартском мире известно множество таких топонимов, в частности Тушпа. Туш это еще известное шумерам слово, укрепление, стоянка, лагерь. Существует это слово и в чеченском языке туш. Присутствовало это слово и в хурито-урартском языке в виде детерминатива. Тушпа это укрепленное поселение, это столица Урарту. Потом Тунепха в Сирии, мне кажется, это Тунепха, там влажное поселение, болотистое. Цалпа, это на Черном море, там известно, что добывалась соль. Но Цал это соль на хетском языке, а Пха это поселение на хурито-урартском языке. Ну и знаменитый современный город Алеппо, которое хуритами называлось Халпа. Хал это верхнее поселение, затем оно стало называться Халеб. По-моему, арабы до сих пор называют его Халеб. В Европе его называют Алеппо, но это
Все эти названия восходят к хуритскому названию Халпа, верхнее поселение. Но есть много таких топонимов, где присутствует этот компонент пха или па, в значении селения, поселения и так далее. Что касается Авраам, Эврия, чеченская Овлия. С этим я не согласен, потому что Эвлия это все-таки семитское слово. Идрис Булатбиев в словаре, который я уже показывал, он сравнивает это хуритское слово Эври. Это старейшина, предводитель, религиозный предстоятель. Он сравнивает с чеченским словом вар. Вар – это кровнородственное объединение, известно также выражение варида, то есть это как бы старейшина вот этого кровнородственного объединения. И термин эври, хуритский термин эври, Идрис Булатбиев сравнивает с нашим вар. Ну и как известно, от этого термина, по мнению ряда израильских ученых, происходит имя Авраама, Ибраима, да Салам Алейкум. И дальше. Абу Умар Галга. Уважаемый Хасан, не тот ли это барон Розен, что прошелся огнем и мечом по горной Ингушетии в 1832, если не ошибаюсь, году? Это тот барон, что разрушал башенные комплексы горной Ингушетии путем расстрела их из орудий и подрывов зарядов. Да, это именно тот самый барон Розен, который совершил в 1832 году поход в Ингушетию. Тибулос Мта. Наберите в гугле картинки на английском древний башенный комплекс Сан Джимпижнано, не знаю, как это по-итальянски, у него Г как Ж читается, в Тоскане, является наследием ЮНЕСКО, и увидите, что архитектура башен почти идентична вайнахским. Что самое интересное, это что на месте этой местности в 3 веке до нашей эры стояло этрусское поселение. Это к вопросу этрусского следа в истории вайнахов. Комплекс был построен римлянами в 1 веке. Но это если те итальянские башни, которые часто фигурируют в социальных сетях, в наших социальных сетях, то да, я их видел. Я не считаю, что это копии наших черно-ингушских башен, хотя, да, там форма такая четырехугольная, квадратная, она суживается кверху. Вот таких башен по всему миру много. Башни бывают или четырехугольными, или круглыми, или многоугольными, других форм нету. Это как бы диктуется самим материалом, из которого эти башни строятся. Других форм просто нету удобных, доступных. Что отличает наши башни от всех остальных башен на планете, это вот эти пирамидальные крыши. Это самая характерная деталь чеченских, ингушских башен. Если мы возьмем наши жилые башни, то их очень много на планете, то есть подобий таких башен очень много и в Древней Сирии, и в соседнем Дагестане, и в Южной Америке. Мы найдем эти башни, такие башни в очень многих местах. Но мы нигде не найдем башни, вот эти наши классические башни, увенчанные пирамидальными крышами. Это вот как бы характерная деталь башенной архитектуры именно чеченцев и ингушей. Больше нигде на планете таких башен нету. А четырехугольные, конечно, суживающиеся, таких башен мы можем найти. Конечно, и в Италии они будут, есть они, по-моему, в Ирландии, и в других местах. Хан Паша.
чтобы строить каменные башни, нужен подходящий для этого камень. А этого добра на низменности нет, а леса было навалом разного. Элементарные вещи, а обороняться надо было. Да, действительно, в горах много камня, на равнине много леса, и обилие строительного материала определяло, из какого материала строились эти башни. А на равнине эти башни, они, да, какое-то время просуществовали, эти деревянные башни, глиноплетневые. Одна из таких башен даже воспевается или о захвате, уничтожении чеченского селения Дади-Юрт. Но потом чеченцы изобрели несравненно более эффективное фортификационное сооружение. Это лесные завалы в Кавказскую войну. Когда российские войска шли по лесу, они натыкались на завал, укрепленный, связанный. Пушки с трудом брали эти завалы, потому что там толстые стволы вековых деревьев, и утыкались в этот завал, потом на них нападали с фланга. То есть была разработана тактика, которую, кстати, хорошо описывает профессор Покровский. И в конце концов российским войскам пришлось изобрести то, что они называли ящик. То есть по чеченским лесам они продвигались как бы в центр, создавали такой квадрат из солдат. В центре находились там, не знаю, обозы, лошади, телеги и так далее, и так далее. И они шли, обороняясь со всех сторон, потому что нападали на них со всех сторон. То есть, это очень интересное исследование было бы исследовать тактику как чеченцев в Кавказскую войну, так и тактику русских. И сопоставить эти тактики. Пока что, по-моему, насколько я в курсе, такого исследования еще нету. Леха спрашивает. У меня вопрос не по теме. Есть ли печатное издание сборника Венеха Виллок? Если написал неправильно, прошу простить. А если нет, не пора ли собрать и издать? Ведь об этом важном аспекте войнавской культуры знаю, говорю не о его существовании, не все и не все, знают не все и не все. Возможно, издание и широкое распространение такого печатного издания способствовало бы лучшему воспитанию молодежи и сохранению столь драгоценного наследия. Есть книга Хасиева, нашего, скажем так, патриарха, знатока чеченского этикета, Саидмауда Хасиева «Нохчала Нохчи в Иллаках». Написана она на чеченском языке, так что эта книга, она есть. Есть еще книга, насколько я в курсе, Айдаева, Юши Айдаева, написанная на русском языке, но ее у меня нету, я просто знаю о ее существовании. Так что есть книга и на русском языке, и на чеченском языке. Содержание их разное, написано разными авторами, так что такую книгу можно найти. Хамзат Халидов. Эл-Хите Нохчи Дошдаци. Армянский язык, грузинский язык, Юкахума Карор Дарихуна. По всей видимости, Хамзат Халидов подразумевает название Колхида и считает, что это название, оно как схоже с чеченским выражением «внизу вода», Калхиду. На самом деле название Колхида
оно впервые фиксируется в урартских надписях в форме кулха или колха. Ну, здесь неопределенность объясняется тем, что в клинописи, вообще в клинописи звуки О и У передавались одними и теми же знаками, и поэтому неизвестно, то ли кулха, то ли колха. Но то, что древние греки восприняли это название в форме колхида, говорит о том, свидетельствует о том, что и в урартских надписях мы должны читать колха. Ну а вот этот компонент да, колхида, да, это такой древнегреческий топонимообразующий формат. Ну, Эгей, Эгеида и так далее, там Тавр, Таврида. А основа получается колхов. Ну, лично мне кажется, что ха это вот такой тоже специфический урартский суффикс принадлежности, а основа кол. То есть местность, принадлежащая или человеку по имени Кол, или племени, народу по названию Кол. Вот так получается, если исходить из структуры урартского языка. Но это, конечно, просто гипотеза. Резван Дадаев. Вы, как историк, знаете что-нибудь о возникновении Республики Молдавия? Не кажется ли вам странным само название республики, конечно же, название молдавской столицы? Молдакиши. Вам никого не напоминает эти имена или это простое совпадение? Ну, Резван, я думаю, что это простое совпадение, потому что молдаване, ну, это как часть румынского этноса, язык у них романский, ну и свои названия они, скорее всего, составили на романском языке. Лан-Ин. Город Арабха. Тейп Арабхан Непан. Совпадение ли это? Вот тут я ничего определенного сказать не могу. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно узнать происхождение названия Тейпа Арабхан. Ну, совпадение интересное. Резван Дадаев. За последнее время все чаще наблюдаются изменения названия городов в Казахстане. Например, Чимкент, Шимкент, Кокчетау, Кокшетау. Странно, да? Меняется Чи на Ши. На мой взгляд, убирается сам факт присутствия на тех землях в древности вайнахов. Но, Резван, мне так не кажется, просто казахские ученые, специалисты по топонимике, они приводят звучание и написание своих казахстанских топонимов в строгое соответствие с нормами казахского языка. Поэтому, да, какие-то названия меняются. Кстати, и нам не мешало бы последовать их примеру. Так. Ибрагим Даудов. Надеюсь, вы читаете коммент, наверное, комментарии. Приведите работу направления вандал. Первый император вандалов Ваха. В арийских сагах сами себя называли вайнахеймами. Ибрагим, на этот счет мне ничего не известно, но то, что вандалы контактировали с аланами, это общеизвестный факт. То, что в составе алан находились наши предки, это тоже неоспоримо. И судя по ДНК исследованиям, не просто чеченцы, а представители тайпа Шуной. Это выявлено по ДНК, по ДНК, извлеченным из останков алан II века новой эры, найденных около города Моздок. Ну, об этом широко извещают социальные сети, так что вы можете найти это там. Ну, и аланы с вандалами, они
объединились в союз, и они в V веке вторглись в Галлию, в римскую провинцию, и разорили вот эту провинцию. Потом они проникли в Испанию, потом из Испании через Гибралтарский пролив они проникли в Северную Африку, на территорию, где раньше располагалось Карфагенское царство, захватили там земли и образовали королевство, которое так и называлось, королевство вандалов и аланов. В 438 или 39 году, я сейчас не помню, это королевство было основано, и просуществовало оно почти 100 лет, и потом было уничтожено Византией. Так что наличие в лексике вандалов, это германское племя, каких-то аланских слов или обратное влияние, оно вполне допустимо, вполне возможно и даже, я бы сказал, неизбежно. Портфельевич пишет: а мне кажется, культура строительства пришла не из Колхиды, а из Скандинавии, где из камней жилища строили почти подобные Кавказу. В Скандинавии, насколько мне известно, такие башенные комплексы, напоминающие наши башенные комплексы, они не обнаружены, хотя башни строились. Насколько мне известно, скандинавские башни, такие, скажем так, аутентичные, присущие сугубо скандинавам, оригинальные, они были деревянными. Но строились они как из бревен, бревна венчались какими-то там помещениями, потом это помещение сверху прикрывалось деревянным шатром. Это были такие и оборонительные, и сторожевые башни. А позже скандинавы освоили такую общеевропейскую оборонительную архитектуру и стали у себя строить башни, напоминающие германские, немецкие башни. Если говорить о каких-то культурных импульсах, мы можем говорить, что скорее не из Скандинавии на Кавказ, а с Кавказа на Скандинавию был направлен такой импульс. Дело в том, что по скандинавским сагам получается, что Один, это вождь, который впоследствии был скандинавами обожествлен, он выселился туда, в Скандинавию, с Кавказа. В частности, я хочу показать такую интересную книгу. Написал ее великий норвежский ученый Тур Хейердал. Книга эта называется «Древний человек и океан». И я позволю себе зачитать несколько небольших отрывков из этой книги. Книга эта издана в Москве в 1982 году. На странице 101 мы читаем: нередко светловолосых людей ошибочно ассоциируют с Северной Европой, где они преобладают в нынешнем населении. Но современная антропология подтверждает данные нормандских саг о том, что норманны, то есть викинги, вышли с прилегающих к Малой Азии равнин Прикавказья, где блондины и рыжеволосые встречаются достаточно часто. То есть он считает, что норманы, викинги — это выходцы с Предкавказья. Далее. Сага об инглингах, посвященная начаткам норвежской истории и первоначальному заселению Скандинавии, была записана ученым-исландцем Стурлунсоном. Обнаруживая основательное знание географии, автор предания о происхождении и миграциях первых скандинавских правителей помещает исконную родину этих полубогов у восточных берегов Черного моря на границе Азии и Европы.
На территории Прикавказья от реки Дон до северо-восточной Турции, говорит сага, жили древние норвежцы, управляемые династией инглингов. В те времена они подверглись натиску бесчинствующих римских легионов, и бегство было единственным способом уцелеть. Снорри подробно описывает странствие через Европу, переход от Саксланда, Саксонии, в Данию, Швецию и Норвегию. По древней саге эти первые переселенцы из Причерноморья несли с собой идею рунического письма. То есть стык как бы Европы и Азии, там, где Кавказ доходит до Турции, это как раз есть Колхида. И по мнению Тура Хейердала, норманы, они выселенцы в Скандинавию из этого региона, из региона Колхиды. Причиной выселения, как он пишет, то есть ссылаясь на сагу об инглингах, это было бесчинство римских легионеров, то есть римляне вторглись на эту территорию, и жители этой территории мигрировали на север. Ну, у меня есть специальная статья, посвященная этим вопросам. Называется она «Люди волка». Вы можете прочитать ее. Она есть и в сети. И еще одно место. Древнейшая родина предков викингов неизвестна, пишет Тур Хейердал. Разумеется, они в Скандинавии пришельцы. Большинство ученых полагает, что они пришли туда по суше или приплыли по великим русским рекам откуда-то с Кавказа. В пользу такой версии говорят записанные Снорри в XIII веке исторические предания, по которым родиной первого сохранившегося народной памяти норвежского вождя было Причерноморье, к востоку от Дона. То есть опять получается Колхида. Восточное Причерноморье, это как раз Кавказское Причерноморье. По Снорри, вождя викингов, приведшего свой народ на север из Причерноморья, звали Одином. После его смерти он был возведен викингами в ранг бога. Владения Одина распространялись вплоть до Турции, пока, как говорит тот же Снорри, римские императоры не стали повсеместно наступать, покоряя все страны. Тогда-то великий пращур нормандских королей ушел со своим народом на север и заселил сперва Данию, потом Швецию и, наконец, Норвегию. То есть это написано в книге Тура Хейердала «Древний человек и океан». Книга очень интересная, познавательная, читается на одном дыхании. Ну, нужно сказать еще, что не только скандинавы, но и германцы, немцы, они считали Северный Кавказ как раз своей прародиной. В частности, эта концепция, она утвердилась в немецкой науке в годы Третьего рейха, когда у власти находился Гитлер, когда немцы усиленно искали как прародину арийцев. И по господствующей в то время теории, ее авторами являлся Гаусгофер, по-моему, я правильно произношу его фамилию. Древнейшей прародиной арийцев, в частности германцев, являлась местность, где ныне находится пустыня Гоби в Монголии. В древние времена там был цветущий край, но потом случилась какая-то природная катастрофа, и немцы, то есть предки германцев, ушли оттуда на запад. И во время этого продвижения часть их осталась в тибетских горах, а другая часть пришла на Северный Кавказ. И считается, что, и германцы считали, что гора Эльбрус, а по некоторым другим версиям гора Эльбрус и гора Кавказ,
являются священными вершинами арийцев, германцев. И есть такая интересная книга, называется, ее авторами являются французы Жак Берже и Луи Павель, называется книга «Утро магов». И в этой книге описывается случай, как немцы, эсэсовцы, альпинисты эсэсовцы водрузили знамя на вершину Эльбруса. И вот что они про это пишут. Но когда следующим летом нацисты ворвались на Кавказ, там была разыграна церемония малопонятная для непосвященных. 3 альпиниста СС водрузили на Эльбрусе, священной горе арийцев, благословенное перед этим по ритуалу Черного ордена знамя со свастикой. Вот что оно обозначало, водружение этого знамени. Это было магическое заклинание. Было ознаменовано начало новой эры, нового цикла. Теперь климат будет побежден, и огонь на тысячелетие укротит лед. Были забыты огорчения прошлого года, их теперь оценивали как последние испытания перед окончательной победой духа. Поэтому, вопреки предупреждениям классической метеорологии, бронированные носители огня двинулись на север, чтобы в Сталинграде рассечь Россию надвое. То есть вот какое значение придавалось водружению знамени на Эльбрус. Это было воспринято как начало новой эры, и не просто новой эры, а нового цикла, вообще геологического цикла. И когда был совершен вот этот символический акт, немцы без теплой одежды, без смазки, чтобы не заклинивало затворы на морозе, они ринулись на Сталинград, но итог известен. Ну, по правде говоря, существуют разноречивые сведения о том, как Гитлер воспринял водружение этого знамени на Эльбрусе. По свидетельству Шпеера, это близкий сотрудник Гитлера, узнав о том, что альпинисты-эсэсовцы водрузили знамя на вершине Эльбруса, Гитлер пришел в страшную ярость, и Шпеер пишет, что он никогда в своей жизни он не видел Гитлера столь разъяренным. А причиной вот этой ярости явилось то, что, по словам Шпеера, что водружение знамени на Эльбрус состоялось не совсем по тому ритуалу, как предполагалось. То есть альпинисты, водружая это знамя, в чем-то нарушили обрядность, какой-то ритуал. И именно вот из-за этого неправильного водружения знамени, по мнению Гитлера, этим неправильным водружением объяснялись все последующие неудачи. И об этом, кстати, пишет и Геббельс. Он пишет, что все там, полный крах из-за этого. И это все можно обнаружить, вот эти сведения, о которых я говорю, на сайте итальянских эзотеристов Туля Италия. Этот сайт вы можете найти в сети. И дальше. Я тоже слышал, что многие уже ученые подтвердили, что осетины из древних нахских, чеченских племен пошли просто из-за скифов. Они язык иранский изучили. Им соседние племена долго в этом поспособствовали. И аланскими воинами явно были и чеченцы, и осетины, и имбуши там же, разумеется. Но это после стольких фактов и открытий отрицать просто невозможно. Да, действительно, вот крупнейший осетинский ученый Абаев, он писал, что
субстратом этногенеза астин, то есть этнической основой происхождения астин являлись какие-то племена, он пишет, не чеченцы и не ингуши, но какие-то племена родственные чеченцам и ингушам. И об этом, по его мнению, свидетельствует обилие чечено-ингушских слов в астинском языке. И само название Астин, Ир, Ирон, он считал по происхождению кавказским и связывал с чечено-ингушским обозначением осетин Хири. А что касается юга Астин, то там субстрат кавказионский, скажем так, субстрат происхождения Астин, он несомненен, об этом свидетельствует книга В.Н. Габрикели «Двалы и двалетия» в 1-15 веках новой эры. Книга эта у меня есть. И он пишет, что до 15-16 веков новой эры на территории Юга Осетии проживали двалы. И эти двалы были народом, племенем, родственным современным чеченцам и ингушам. Кстати, это подтверждает и астинский ученый Техов. И они обращают внимание, в частности, там много фактов, много свидетельств, но они оба обращают внимание на тот факт, что река, которая протекает по Южной Осетии, грузины ее называют Лиахви, но сами астины называют Лайхи, снежная ледниковая вода. То есть это, несомненно, чечено-ингушское название. И таким образом, действительно, как северные осетины, так и южные, субстратом их этногенеза явились какие-то племена, родственные современным чеченцам и ингушам. Что касается конкретно названия Хири, то известно, что вот эти Хири, грузины их называли Хери, они жили в Кахете какое-то время. И в 1068 году, надеюсь, я не путаю дату, в Кахетию вторгся сельджукский султан Алп-Арслан. В это время Эрети, где жили вот эти закавказские кахетинские гири, там правил, судя по грузинским летописям, они его называют небогатый имуществом Ахсартан сын Гагика. И вот этот Ахсартан сын Гагика, он заключил военный союз с грузинским царем, и из-за этого Кахетия стала объектом нападения турок-сельджуков, которые сначала напали на Грузию, потом напали на союзников Грузии, на Кахетию. И, как пишет грузинская летопись Картли, кахетинцы побросали крепости свои и бежали на Кавказ. Бежать на Кавказ в то время означало бежать на Северный Кавказ. И таким образом вот эти закавказские кахетинские гири, они появляются на Северном Кавказе. Кстати, интересно, что они упоминаются в двух местах. На самом западе Ингушетии упоминаются хири, и на самом востоке Чечни, рядом с Аварией, тоже упоминаются хири. Вот эти чеченские хири, они растворились. В современной чеченской тейповой номенклатуре они неизвестны. Неизвестно, с кем они ассимилировались, куда подевались. Но вот эти западные хири, которые рядом с ингушами поселились, они как раз, по-видимому, и стали субстратом этногенеза осетин. И осетины заимствовали даже их название Хири, потому что они сегодня себя называют Ир, Ирон, и по мнению Абаева, это название никоим образом не связано с названием Ирана, а связано с чечено-ингушским обозначением осетин Хири. И он пишет, что это местное кавказское название по своему происхождению. И таким образом действительно очень много осетин связывают с чеченцами и ингушами.
И происхождение Астин, ну, по своему антропологическому типу они являются кавказионами. И антрополог Алексеев, он пишет, да, язык у них, конечно, не кавказский, а иранский, но внешний облик у них кавказцы. Они кавказцы, которые перешли на иранский язык. Ну, то же самое он пишет про балкарцев и карачаевцев. Это тоже, говорит, по своему внешнему виду кавказионе, это местное население, которое перешло на тюркский язык. Вот так, если коротко, можно сказать об этногенезе осетин. Это Тиболос Пта опять. Из англоязычной вики о вайнавских башнях в русскоязычной этого нет. Подобные башни строились во втором-первом тысячелетии до нашей эры хуритами и урартами. Самые старые укрепления на Северном Кавказе датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Самые старые остатки зданий с характеристиками вайнавских башен датируются первым веком нашей эры, уже могут быть разделены на жилые и военные типы. Строительство значительно увеличилось в XII-XIII веках. Архитектура и техника строительства вайнавских башен достигла своего апогея в XV-XVII веках. Ну да, очень интересные сведения о том, что хурито-уратские башни, они по своей архитектуре, они похожи на башни Центрального Кавказа, ну, имеются в виду чечено-ингушские башни, а также на башне Балканского полуострова писал еще Дьяконов, я об этом говорил. Да, и вот эта английская Википедия, она подтверждает это. Аббас Идигов. Так как в Ингушетии башни в Чечне не сохранились. После депортации чеченцев мой дед и отец еще 9 месяцев скрывались в горах, скрываясь от НКВД. Отец рассказывал, все это время в горах слышны были взрывы. И каждый раз после этих взрывов они обнаруживали разрушенные башни. А ингушские башни сохранили осетины. Они думали, что ингуши больше не вернутся, и решили эти артефакты приписать к своей истории, как и многое другое. Ну, получился облом. Да, согласен, действительно. Я и сам говорил, что, по моему мнению, в Чечне разрушали башни, потому что ни дагестанцы, ни русские, которые колонизировали Чечню, никак не могли объявить их своим культурным наследием, потому что башни такого типа не строили ни в России, ни в Дагестане. В Дагестане строили круглые башни, в России был тоже совершенно другой тип башен. Ну и со временем, они планировали, конечно, жить всегда, рассчитывали, что чеченцы никогда не вернутся в Чечню. Именно поэтому переименовали все названия чеченских сел. И со временем, например, их дети могли бы спросить, там, папа, мама, а что это за башни, чьи это, кто их построил. Если бы папа или мама соврали, сказали, это вот мы построили, наши предки, вот эти дети со временем могли узнать, что родители им врут. И поэтому лучше с точки зрения колонистов, уничтожить все следы старого населения, которое населяло эти места. И поэтому в Чечне проводилась такая работа. А в Осетии и в Грузии, были башни подобного типа, поэтому Ингушетию заселили в основном осетины и грузины, и поэтому нужды взрывать их, уничтожать не было, потому что и осетины, и грузины могли объявить эти башни своим культурным наследием. То есть, по моему мнению, именно так объяснялась разность подходов к башням Чечни и Ингушетии. О реалии существования кабанской культуры общее влияние только одного языка тюркского, асского и никакого другого.
Но этот факт не отрицает того, что еще в более древние времена, более 5000 лет назад, от западных пределов до реки Ломеки, которые вовсе не Терек, а Аргун, жили нахи. Ну, в Кабанскую эпоху, это приблизительно 13 век до новой эры и 5-4 век до новой эры, в этот период говорить о каком-то тюркском влиянии не приходится, потому что тюрок на Кавказе точно не было в этот период. Появление тюрок на Кавказе – это заведомо позднее явление, средневековое, а кабанская культура – это бронзовый век. Я уже приводил данные, что создателями кабанской культуры считаются предки чеченцев, ингушей и бацбийцев. Это написано в фундаментальных академических изданиях. Факт этот уже считается научной аксиомой. И говорить о том, что кабанская культура она создана не 5000 лет назад, а если отсчитывать от нашего времени, 3300 лет назад приблизительно. Там точной даты, конечно, быть не может. Ну и что еще? Там, да. Что река Ломеки это не Терек, а Аргун. Ну, с этим я тоже не согласен, потому что в более поздних интерпретациях карты Схорибы, где отмечено это название Ломеки, в частности, в интерпретации Лохушки Багратиони уточняется, что Ломеки это Терек. Ну и по каким-то географическим выкладкам тоже получается, что это Терек, а не Аргун. Аргун это река в центре Чечни, а Терек это река как бы действительно на пределах Чечни. И в древних грузинских летописях река Ломеки считается как бы восточным пределом Зурзука, предков чеченцев и ингушей. И само это название специалисты считают, что это Ломехи, то есть горная река, горная вода. Но я уже говорил, что в Юго-Осетии главная река, она разделяется на две реки, носила название Лехи, ледниковая река. Терек это Ломехи, горная река. Ну, было много рек, в частности, хуритское название Тигры, это Аранцахи, то есть равнинная река. Река в Колхиде, где жили хуриты-варты, Чорохи, ну, мне кажется, что это внутренняя река. Аракс в древности назывался Ерасхи. Ну, Ерасхи это те же хири, эры, которые до своей языковой ассимиляции они являлись народом, племенем, родственным чеченцам и ингушам. И жили они и в Кавказской Албании, и в Кахете. То есть таких гидронимов много с компонентом «хи». И везде, где проявляются эти гидронимы, это свидетельство древнего обитания на этих местах или хуритов-рартов, или родственных им предков чеченцев и ингушей. Вот таково мое мнение. Ну, на этом я сегодняшнюю передачу хочу завершить. Благодарю всех за внимание. Жду ваших вопросов. До новых встреч. Адикалшу. До свидания. Подписывайтесь на наш канал Nahche World, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы узнать о новых обновлениях. Спасибо за просмотр.